Андрей Юрьевич, добрый день, меня зовут Айсена. Совет отцов при уполномоченном при президенте по правам ребенка был основан в 2018 году. Вот за 2 года какие у вас цели, задачи сформировались, в каком направлении вы работаете? Здравствуйте, очень приятно, потому что нас первый раз посещает якутское телевидение. Для нас это вдвойне приятно, потому что процессы, которые идут сегодня в регионах, они очень часто опережают социальные процессы, общественные процессы, опережают даже то, что происходит порой в нашей столице, да, вот здесь, в центральной части России. И, наверное, об этом мы с вами еще поговорим на примере работы наших отцов как раз. Вот. Мы действительно в 2018 году начали свою работу, и за эти 2 года я не могу сказать, что мы слишком преуспели, но сделано реально очень многое. Когда мы с Анной Юрьевной Кузнецовой впервые подумали о создании Совета отцов при уполномоченном, конечно, мы исходили прежде всего из тех, наверное, проблем, в первую очередь, с которыми уполномоченная столкнулась в своей работе. Это, конечно, огромное количество бед, которое происходит с нашими детьми. Бывают трагедии, их очень много, которые можно было бы избежать. И вот тут как раз роль отцов, она просто очень яркая может быть. Мы тогда вот с Анной Юрьевной сделали первую акцию «Безопасность детства. Отцовский патруль». Речь шла о том, на что отцы могут повлиять здесь и сейчас. Вот прямо здесь и сейчас. Можем мы обратить внимание на открытый люк, в который проваливаются наши дети и заживо свариваются буквально? Конечно, можем. Можем мы его закрыть? Конечно, можем. Можем мы обратить внимание на то, что происходит буквально рядом с нами, если маленький ребенок бежит под колеса автомобиля, остановить его? Можем? Можем. До бесконечности можно продолжать то, в чем мы можем поучаствовать. И, конечно, вот эта работа за 2 года приобрела уже такой системный достаточно характер. Если мы начинали в первый год ее вести, скажем, в каких-то отдельных регионах, только 16 регионов у нас было в первый проект, по-моему, 18, да, то сейчас участвует 72 региона, понимаете, разница налицо, то есть это почти вся страна. И, конечно, если говорить, допустим, о таких бедах, мало кто обращает на это внимание, но вот одна из бед, прямо это бич современного общества, страшная такая беда, с которой пока мы не можем справиться, выпадение детей из окон в городах. Вы открываете на проветривание окна, а москитная сетка является ловушкой для вашего ребенка, потому что он воспринимает ее как защиту и часто, очень опираясь на эту москитную сетку, вываливается из окна. И таких, к сожалению, случаев много, больше 1000 случаев произошло только в прошлом году, вот таких выпадений из окон. Огромное количество детей погибло при этом. И, конечно, здесь мы поступили достаточно просто, мы разработали ряд социальных роликов, их распространяем, но самое главное, я считаю, что мы пришли в конкретные квартиры, в конкретные семьи и установили там блокираторы на окна. И мы это делаем сейчас регулярно. Мы закупаем эти блокираторы бесплатно буквально. Это делаем, выявляем эти семьи, приходим к многодетным, в общем, там, где это нужно сделать. Конечно, делаем мы это часто совместно с уполномоченными в регионах. И вообще уполномоченные в регионах — это наши первые друзья, первые партнеры. И с МЧС у нас очень идет такое серьезное тоже взаимодействие. С МЧС мы работаем еще по одному очень серьезному направлению — пожарная безопасность. Вот сейчас снова отопительный сезон наступил. Вот мы сейчас по стране, у меня недавно была командировка, мы очень большое количество раздали датчиков раннего оповещения о пожаротушении. То есть это самая простая мера, но очень эффективная. В Татарстане, к примеру, в прошлом году благодаря установкам вот этих датчиков раннего оповещения было спасено 30 детей. Получается, ваши отцы — это практически супергерои, но без плащей. Это реальные люди, которые приходят на помощь. Системная работа ведется у нас сейчас сотрудниками ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий. И здесь тоже у нас отцы очень многое делают. Допустим, в Красноярском крае Совет отцов для того, чтобы как-то изменить ситуацию в этой области, они открыли бесплатный прокат детских кресел в автомобиле. И сами готовы привезти эти детские кресла, они уже распространяют этот телефон везде, лишь бы только родители, взрослые люди не пренебрегали этими простыми элементарными мерами безопасности. Вообще для того, чтобы
Работа велась системно, мы создали достаточно большое количество. Сегодня у нас уже 16 пилотных площадок в регионах. Мы продолжаем эти пилотные площадки создавать, потому что бед разных и вот этих ловушек, да, которые существуют в современном мире для наших детей, расставлено очень много. А скажите, пожалуйста, на основании каких-то критериев у вас выбирается тот или иной регион вот для пилотной площадки? На Алтае, допустим, у вас активно ведется работа в летний период с МЧС, тоже по профилактике детской смертности во время купания, на водах. Будет ли какой-нибудь проект запущен в Якутии? Вот как у вас выстраивается работа с регионами? Что касается проектов, которые мы запускаем в регионах, они достаточно просто реализуется тогда, когда регион добился конкретных совершенно результатов, когда он может создать некую дорожную карту для других, да, когда мы можем некий алгоритм, мы видим, что эта работа ведется системно, мы видим, что у них получилось, мы видим конкретный результат совершенно, тогда мы говорим: ребят, а не хотите поделиться с другими регионами? Они говорят: с удовольствием. Давайте. И вот мы выбираем те регионы, у которых наиболее успешно то или иное направление было реализовано. Потому что вы правильно отметили, у нас в каждом регионе разные направления. Что касается Якутии, я думаю, что все впереди у нас Якутия. Мне бы, конечно, очень хотелось, учитывая, что регион все-таки такой, достаточно холодный, да, я думаю, что там, наверное, актуальная тема отопления и, наверное, актуальная тема пожарной безопасности. Наверное, актуальная тема. В этом смысле, и летом заканчивается зима, и я знаю, что лето якутское очень жаркое, люди бегут на воду, и та же самая проблема. В Якутии также тонут дети. Также случаются эти проблемы. И здесь тоже можно было бы посмотреть. Но я думаю, это дело времени только. Мы, конечно, чем больше у нас будет регионов, даже не столько пилотных площадок, а сколько неравнодушных регионов, деятельных, для нас тем лучше, конечно. А мы готовы делиться вот тем опытом, который у нас формируется в конкретно взятом регионе. Мы для этого, собственно говоря, и существуем как ретрансляторы этого опыта. Где можно заполнить заявку, как можно стать членом вашей команды? Мне кажется, это достаточно просто. Можно через наш сайт это делать, да. Мы тут же передаем, у нас для этого действительно существует хороший ресурс сегодня, сайт «Истоки отцовства», и очень неплохо он у нас работает, да. Можно через уполномоченных в регионах это сделать. Можно, сейчас, мне кажется, коммуникация настолько упрощена, что даже мучиться не надо. Просто нажал кнопку «Отцы Якутии», там бах, тебе вышло все. Или отцы такого-то региона, или еще что-то, хочу вступить там. Все очень просто сейчас, поэтому у нас двери открыты для всех тех, кто действует, кто желает менять не только мир, но и себя прежде всего. А то мы, знаете, все время спасаем мир, но при этом забываем почему-то про себя. В начале интервью вы упомянули о своих добрых делах. У вас действительно много замечательных проектов, в том числе и «Отцовский патруль». И вот всегда почему-то мужчины приходят на помощь. А есть ли какая-нибудь программа или проект, направленный именно на помощь самому мужчине, самому отцу? Хороший вопрос, и прямо он действительно такой непростой вопрос. Если беда происходит с мужчиной, у мужчин другая реакция совершенно. Он пытается, во-первых, если это нормальный, ответственный человек, он пытается сам, молча, не жалуясь, пытается сам это как-то решить. И порой, в общем, к сожалению, не рассчитывает свои силы и заходит совсем в тупиковую ситуацию. Мы обратили внимание на эту историю давно, что мужчины, менее здесь защищены, что ли, да. В общем, вот появился, милости Божией, у нас такой проект и не один, который направлен именно на оказание помощи отцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как правило, в основном это происходит, когда в семье умирает мама. Таких случаев у нас уже, к сожалению, достаточно много накопилось. И мы, конечно, на это реагируем прежде всего. Отец, если особенно многодетная семья,
он порой просто в ступор попадает. И здесь вот мы готовы прийти на помощь, и уже, слава богу, приходим, и уже помогаем. Скажите, что это конкретно за помощь и по каким Но критериям вы отбираете кандидатов? она разная помощь. Это может быть и финансовая просто помощь, это помощь на улучшение жилищных условий, это помощь, ну, мы делаем ремонты там в квартирах, покупаем мебель, покупаем, в общем, всю бытовую технику, если в этом есть необходимость. Сейчас вот у нас на рассмотрении вопрос приобретения просто жилья для отца, который остался один с 4 детьми и живет очень в тесных, ну прямо нечеловеческих условиях. И нам хочется ему помочь, потому что он сам старается прямо для своих детей. Помогаем лечить детей, вот, поправлять здоровье детей. Ну, в общем, это вообще широкая вот такая достаточно помощь. Мы рассматриваем эти заявки, конечно, индивидуально, очень внимательно. Мы хотим все-таки помогать тем, кто реально сам что-то делает. Это очень важный такой критерий в нашей помощи. Приходят уполномоченные, или это делают отцы, приходят со строителями профессиональными. Вот, ну, сначала внешне мы, конечно, смотрим, в каких условиях живет семья. Ну, это совершенно очевидно. Если ободранные стены, там, потолки, проводка торчащая, которая может прибить детей, бегущая вода, ну и так далее, дырявая крыша, там, это же очевидные вещи, то мы, конечно, в первую очередь узнаем, ну почему вот такая вот ситуация. Нам говорят, и в том числе социальные службы говорят, да, это хорошая семья, но такая ситуация у них. Мы тогда берем, приглашаем бригаду, вот они осмечивают все, финансируем, даем не просто деньги, да, на руки там, а стараемся все-таки, нет, и деньги на руки тоже даем. Понятно, что у нас и отчетность существует, понятно, что перед нами отчитываются, но исходя из того объема работ, которые мы сами, собственно говоря, осмечиваем и видим этот объем работ. То есть мы на месте, не просто кто-то нам позвонил, сказал, дайте мне там 200 тысяч рублей или там миллион. Да? Мы говорим, на что? Приезжаем, смотрим, говорим, нет проблем, возьмите. Есть где-то оказали помощь на 100 тысяч, кому-то на 200 тысяч, кому-то на миллион. И это все зависит от ситуации. И завершающий вопрос. Когда планируете посетить наш регион? Когда планируете Я думаю, приехать что в после Якутию? этого интервью я это сделаю гораздо быстрее теперь, чем планировал. Я надеюсь, что я это летом и сделаю. Мы обязательно посетим Якутию, потому что, ну, вот самый большой регион России вообще-то. И самый красивый, наверное.